Всем доброго утречка или хорошего времени суток. Доброго. Назрела у меня мысль поснимать немножко видео. Чем я сейчас занимаюсь? Приехал я после Якутии, сделал еще один рейс на Благовещенск, потом еще на Хабаровск съездил, Владивосток. Вот, стоит машинка. С ней ничего такого плохого нет. Значит, с ней все нормально. Значит, тут я недавно озадачился тем, чтобы поменять литье себе. На этой стороне уже поменял. На той стороне тоже поменяю. Тут у меня тут железяки стояли, железные диски. Ну, соответственно, я снимал все колеса, поменял колодки тормозные, значит, поменял эти втулочки, ну и так далее. Ну, сделал, короче, ревизию. Вот, сейчас дело стоит за этой стороной. Короче, ребятки, пока снег не растаял, пока еще так все выглядит, может, уже и больше не будет в этом году снега. Подсниму. Вот. Позавчера еще не было его, потом насыпало его. Вот. Ну, а сегодня занимаемся. Погода тепленькая, все тает. Думаю, что после обеда уже и, наверное, снега не останется. Значит, сейчас Женька привезет мне вот здесь вот полумесяц сделаны стоять и хомутики. Их нету, они повылетали уже давно. С той стороны я уже все сделал, заколхозил. Значит, дальше. Здесь стоят не родные трещотки, китайские. Вот под них уголки, потому что шприцом сюда залезть невозможно. Вот. Дальше. Ну, поменяем втулочки. Вот здесь болтаются. Поставим колодочки. Ну, можно сказать, ладно, вот эти S-валы и так далее, они тоже есть, там люфты, но, в общем, пока их трогать особо не буду. Они функции свои выполняют. Потом уже при следующей замене колодок подготовим ремкомплекты и поменяем. То есть вот я уже на ремонте стою, ну не знаю, ну тоже где-то около недели, да? Вроде как ничего не делается. Да делается, все потихоньку делается. Все это так долго. Еще до телеги даже руки не дошли. Там я начал только резину менять. Процесс становления идет всегда долго. Меритор. Будем менять и пружинки, и втулочки. Вот что входит в этот ремкомплект. Это неподвижные части. Ну, там, где колодка сзади стоит. Это передние части, где на S-валы ставятся. Вот сюда. Новенькая. Пружинки как блестят, да? Красота. Вот эти тоже, кстати, изнашиваются. Они в некоторых местах становятся тонкие и потом ломаются. И эти болтаются. Даже вот эти есть. Но эти обычно редко, когда что приходит. Но они есть в комплекте. Вот поставил бэушную, старенькую, но хорошую. Она прочную, из прочного материала, тянется как надо. У меня их не было вообще. С этой стороны вот эти валы, ну, видимо, гуляли. Тормоза, я бы сказал, что, наверное, были тоже не айс. И, ну, нагрузка была на вот эту вот, на опорную, так скажем. Как это называется? На суппорт. Вот, кто не знает, как это одевается, покажу. Ну, то есть, вот эта вот железячка, она отдельно, ну, скобочкой. Вот я наделаю, тут ничего сложного, да? И потом вот так вставляем. Вот так вот. Кладем, сжимаем ее. Немножко, кто не знает, ребята, думаю, что большинство людей знает. Чик, и все, и этот ролик, он тут никуда не выпадает. Все. Уже около недели прошло, как я приехал сюда. И пока не было рейсов, до сих пор их еще нет, погрузки, я занимаюсь этой машиной. За это время я поменял накладки, поменял литье. Вот. 4 литья поставил на вот эту ось. У меня все было железо. Ну, кое-какие сопельки подтянул, значит, отрегулировал эти S-валы, как их там правильно называют. Шайбочки кое-где подложил, смазал. Где-то хомутики прикрутил. Ну, так, что все, что видел. Ну, грубо говоря, по мелочам, ребятки. Вот. И сейчас у меня предстоит опять рейс на Якутию. Это говорит о том, что в принципе, эта машина и эта будка, вот мебелка, да, она, собственно говоря, предназначена для того, чтобы ходить на Якутию. До этого человек ездил на ней около года, как Женя говорит. И я пожинаю плоды, не знаю, чьего там труда. Но за это время у него ничего не ломалось, и все было замечательно. А у меня почему-то все типа сразу сломалось. Нет, у меня ничего, ребят, не сломалось. Я просто знаю, что может сломаться и что нужно делать. Вот. Что еще можно сказать на этот счет?
А на этот счет можно сказать то, что, ребята, машина, конечно же, еще не готова, потому что я не утеплял ничего, ни капот, ни там снизу, поддон. Вот. У меня там цепи даже не все есть, которые надо, там одна длинная, там другая короткая. В общем, примерно вот так, ребят. Но ехать-то надо, других вариантов у меня нет, поэтому я и еду. Поэтому такой вот экстрим у меня в дороге получается. Других вариантов нет, я не могу не поехать. Я не вижу в этом смысла. Это мой заработок. И я знаю, что вот я съездил сейчас, ну не было 50 градусов, ну было 40. Но это не проблема, но пережил он, и вы знаете, без вот этой вот защиты на капоте, да, пережил он эту температуру. И пока я ехал, пока двигатель работал, достаточно было термостатов, чтобы мотор работал в режиме в нормальном. То есть тепло было, то есть я показывал, что в машине тепло, на улице минус 30. Автономкой я даже не пользовался, достаточно этого было. Ну перемерз сапун. Ну ладно, ну бывает, ну проследил. Ну до этого было все нормально, потому что я лазил на Беркаките, помогал человеку. И когда я открывал капот, я подсоединял зарядку, я же видел все, что происходит у меня под капотом. Так что, друзья мои, хочешь не хочешь, а я хочу. И я поеду, ребят. И поеду, не знаю, на свой страх и риск или не на свой, на чужой чей-то. Но тем не менее, я кое-что с машиной уже сделал. А дальше будет только лучше. Вот с этой, друзья, мебелкой я ходил на Якутию. Вот с этой. Здесь есть и рундуки, и под запаску, ловушки. Вот. И да, я приехал из Благи, ну, грубо говоря, из Якутии, да, у меня в Хабаровске отломилось вот это ухо. Оно уже было вареное. Видите? Это уже было вареное, но не знаю, наверное, так сделано, что не выдержало. Значит, сейчас есть здесь сюда новый кронштейн. Сейчас здесь все заточится, обточится и будет новое ухо. Вот в этом месте. Вот эта трубка у меня откручивалась. В Якутии воздух шипел. Деревянный шланг, дубовый. Сейчас на улице тепло, а шланг вообще дубовый. Вот это мягенький, видно, да? Вот это вот, смотрите, какой. Не знаю, ребят, что тут происходит. Пока я тут подготавливаюсь к Якутии, происходят вот такие вещи. Вывоз техники. Блин, а что это? Это отголоски прошлого. Понятно. А куда это? Это все будет скоро работать. Понятно. Дверь не оторвешь? Понял. Что там, гидрач работает? Да? Хорошо. Даже тормоза. Понятно. Воздушный. Да. Понял. Пшик-пшик. Охренеть тема. Я наездил в армию на такой. 131, как-никак. Так, что забуксовался. Сильная тема. Ладно, я прыгаю. Короче, будут восстанавливать, ребята, эту тему. На дворе уже вечер, друзья мои. В 10 часов вечера я покинул Борисовку. Поехал на Хабаровск. Темно снимать больше не буду, завтра с утра начну. Ребятки, ехал я, приехал. Всю ночь ехал, но все-таки под утро захотелось спать. 6 часов лег спать, 9 проснулся. Все, я в Хабаровске. Ну что, ребята, скоро рейсик. Посмотрим, как моя неподготовленная машина в этот раз себя поведет. Сегодня, только что, у своей любимой жены, чтобы никто ничего не подумал, в парикмахерской постригся. Покажу вам сегодня обновки в салоне. Завтра у меня рейс на Якутию. Сегодня, ну, можно сказать, такое отдушина, что ли. То есть несколько дней я отдохнул. Сейчас наберусь, грубо говоря, сил. Перед такой нормальной работой нужно будет как минимум 2, как минимум сделать, а то и больше рейсов на Якутию, пока переправа, пока лед не пошел и пока есть работа. Вот. Значит, купил я девайс для камеры на голову, такую штуку, чтобы камеру руками не держать, фирменную.
Так, в магазине стоит она 3 990, но мы продали со скидкой за 3 290. Сейчас я вам покажу ее. Так, ребят, вот он, Sony. Не знаю, наверное, сделано где, не знаю, в Китае, но это, наверное, не столь важно. Вроде как типа фирменная. Вот эта упаковочка была, в которой было вот это, собственно, на голову надевается с регулировкой. Потом вот эта поворотная штуковина тоже. Домой приду, у меня есть площадочка, на которой камера крепится. И тоже вам потом покажу. Вот. Ну и вот это по-моему, на шлем или куда-то в защелке. И инструкция, соответственно. Все, друзья, побыл немного дома. Сейчас еду в рейс. Значит, у меня девайс сейчас новый использую, который на голове у меня камера держится. Вот у меня руки заняты. Еще наплечная сумка. Это мусор. Должно подъехать такси. Ну, вот мое такси. Так, сумки. Так. Здрасте. Вова зовут меня. Иван? Очень приятно. Короче, вот такси. Фит такой просторный, гибридный. А вот Джека. А вот я уже снимаю, значит, видео на свой гаджет. Здорово, Жека. Здорово, Женек. Че, поехали в рейс? Съездим? Да? Может быть, да? Если получится. Я что, у нас не получится, сейчас получится. Все выйдет, да? Ты, блин, ты все в дороге вот тоже, как я, что ли, чинишь? Все в дороге. Все, понял. Ключики все подбирать. Ладно, сейчас, Жека, закину вещи. Вот он, мой красавчик. Все, сейчас будем проверять, заводить. Ребятки, наше путешествие в холодный край, зимний, во всяком случае, зимой он холодный, начинается. Это Жека, это я, Вова Драк. Привет, я с вами. Ну что, в Хабаровске у нас днем почти плюс, около нуля. Снега почти нет. Вот. Посмотрим, как нас примет Якутия. Надеюсь, хорошо. Хотя на самом деле, если честно, всякое может быть. Поэтому, как говорится, на Бога надейся, но и сам не плашай. Цепи взяли, веревки взяли. В общем, подготовились как могли. Жека, ты насос куда положил? Ко мне или у тебя? Ко мне? Все закрыл там? Че, поехали? Ну все, мы выдвигаемся, друзья. Едем на выход из города. Жека он впереди. Ребят, на двенашке, смотрите. 12,9. А вот этот телевизор я первый раз увидел. Вот этот кусок железа сейчас выпал. Он, видите, валяется. Из вот этого грузовика. Представьте, это жесть. А если бы машинка шла? Вот этот железный кусок вот так вот кувыркался. Я в шоке. Смотрите, что там происходит. Так, ну что, снимем доблестный пост. Обычно я тут еду, ну, не снимаю. Ну, вот так в руке камеру держать как-то, ну, не знаю, не очень комфортно, что ли. Но сейчас, пожалуйста, еду себе, еду. Вроде норм. Прошли. Так, ну что, когда сюда вернусь, пока не знаю. Загадывать даже не буду. Можно умудриться и за 6 дней съездить, и за 7, и даже за 8, друзья. Посмотрим. Буду сюда ехать обратно. Посчитаем, сколько дней я был в рейсе. Надеюсь, особых приключений не будет. Но, как говорится, нет приключений, нет контента. Значит, рейс будет быстрый. Прыгает, смотрите, как фура. Братишка, Сахалин, у тебя много там тонн? Тебя так прыгает, будто аморты не держат. Амортизаторы хуёвенькие, нахуй, уже пиздец, менять надо. Понял. А тут, ребятки, что-то вдруг откуда ни возьмись. Реконструкция. Вот и Жеку догнал. Хотя ехал вроде как не быстро. Так что вот я обратил внимание. Едешь ли ты 90 там, кто-то едет 100, а в итоге все равно встречаемся на одном и том же кафе, в одной и той же точке. Но только при 90 или там при 85 скорость, значит, на этой скорости тратится топлива меньше.
сколько тут? Ну, за 2 недели. Или даже за неделю, не знаю. Они тут такое наворотили вот этих дел. Друзья, доброе утро. Даже Жека верно подметил, что нифига себе, говорит, ты работать-то хочешь как сильно. Короче, в 3 часа ночи, Коляна, тут все перегорожено. Сейчас будем пробовать уезжать. Этот КамАЗ вроде только что заводился, поэтому он еще не спит, можно будет это. И посмотрим, сможем ли мы обрулить всю эту ситуацию сейчас. Вот. Заснул я сегодня в 12, а проснулся без будильника вот в 3 часа. 3 часа поспал. Ну что, нам на Якутию надо. А почему мы тут остановились? Это такой нонсенс был, или можно сказать, даже не знаю. На Коляна я остановился, давно так не было. И впереди дорога перекрыта. Все в снегу, все замерзло. И на районе семисточных вот этих вот подъемчиках там все висят, поприлипали. Ну, мы решили прилипнуть здесь, на Коляна хотя бы. Ну а сейчас будем с утра пробовать штурмовать. Посмотрим, как там. Главное выехать. Вроде как температурка около, ну, не знаю, градусов 10 мороза примерно. А до этого вообще тепло было. Колесики. Чтоб не это... Я потому что откручивал каждое колесо, чтобы не болтались гайки там и так далее. КамАЗ вот это что-то прям стал капец. У Коляна утречка, все еще спят, конечно, в 3 часа-то. В 3 часа что не спать? Но я вам скажу, скользко, друзья, скользко. Прям вот как лед, все заледенелая трасса. Объехать можно все это. Все, прошел, посмотрел, только что-то КамАЗ как-то странно выехал и уснул. Ну попробуй флеху. Если что, я пойду постучу ему. Я переформатировал на FAT-32. Попробуем узнать, где там КамАЗ спит, не спит, потому что он мешаться будет так прямо сейчас реально. Братишка, привет! Слушай, мы рассчитывали, что это у нас место будет. А ты такой с утра раз выехал и стал. Мы сейчас уезжаем, вот справа от тебя 2 френча. Ты можешь как-нибудь маленько назад уехать, а мы вот так уйдем влево? Ну понятно, вот этот не работал, это сейчас он завел. Ну я понял, мы сейчас уедем, вот все, уже воздух накачали. Ага. Сейчас он отъедет, смотри. Давай, короче, пробовать раскатываться и поедем, да? Короче, ладно, двигаем потихо. И когда выезжаешь, там есть место, где стать? Блядь, ну заедешь туда по кругу, можно, вернешься во 2 Америки. Выйдут, сказать еще. Да, первая ось в колесо на ручнике. Вот встречка едет. Хорошо видно. Такое покрытие. Гололед. Короче, у Жеки сбоку фонари горят, интересно, на телеге. А вот сзади вообще что-то прям нет. Короче, вот так вот я припарковался. Я у тебя турбина свистит. Это в Катерпилле. Прям на холостом такой дует. Что у тебя за огонь? Призрачный гонщик. Понятно. Это. Че, ты за чаем, что ли? Я с тобой, золотой. Слушай, какая нафиг весна? Да? По-моему, сейчас зима. И, по-моему, тут сейчас дубак. Сколько тут сейчас? Градусов 15? 16 мороза. И что, вода не замерзла? Нет. Водичка тут, как всегда, хорошо себя ощущает. Нальем водицы с легонца. Я тут наморозил уже. Это что у нас из-под земли бьет ключ? Да? Или насос качает постоянно? Да нет, под землей. Скважина.
И как вот у нас по земле, когда тут, видишь, эти всякие фундаменты тут. Я тоже сколько раз задумался, думаю, откуда вот труба, там что-то прям в землю трубу вставили или что, как вообще все это реализовано. Ты никогда не задумался? Так, друзья, я пропускаю Женьку вперед, потому что он задает темп. Он у нас молодой, ретивый, как говорится, все, с катерпиллером. А у меня Детройтик 12 на подъемы садится, хоть мы идем-то полупустые. Жека вообще идет с пенопластом. Я иду с базалитом. У меня 7 тонн, у него там то ли 3, то ли что-то такое. Ну это жесть. В общем, все. Архара, поехали дальше. Кофе попили. Ну что, друзья, подъезжаем на Бурейску. Речка Бурея. Пост прошли успешно, все нормально. Я Жеке по рации кричал, что-то искрит с правой стороны. Сейчас выберем площадку, остановимся. Короче, останавливаемся, сейчас посмотрим, что там уже не свисает. Думаю, что строп-лента с этой. Вовчик, глянь. Все понятно. Вот что. С этого, короче, строп-лента с запаски. Че, он стерся уже? Ну-ка. Охренеть. А я думаю, что там искрит? Откуда она искрила? Ну вот эти штуки она Нет, свисала. Откуда примерно? Расстояние. Откуда? Саблучье. Ну после Архары нет, откуда-то саблучье-то я не знаю. Вот днем я заметил только. Вот сейчас вот. Буквально там, ну с Архары выехали и попозже чуть-чуть. Едем дальше. Ну, сейчас я свою проверю все. Что там сапун у меня? Не знаю, сапун вроде чистый. Так. Это теплое. Это холодное. Вот это теплое стопится почему-то. Ну, не более того. Так. Номера не видно. Фонари видать. Так, это прохладно. А здесь где-то колодочки им попахивает. Где-то попахивает. Но пока холодная на вид. Ничего не слышно, чтоб шипело. Что у нас тут? Вот эта колодочка как-то стоит не очень, да? Смотрите, вылазит. Но она свободная. Не зажата ничего. Вот. Ладно, перед рейсом все, что нужно, менялось. Делалось, притирается, наверное. Ящик вот этот смешной. Я вам скажу, да, ребята? Так, сапун меня интересует. Сапун. Сейчас посмотрим. Я поставил сапун. Ага. Здесь он себя нормально чувствует. Вот этот сапун, который на заднем мосту, стоял впереди. Интересно, мост у меня сапунит или нет. С той стороны надо смотреть. Сейчас посмотрю. Так, и такое чувство, что сапун перестал кидать масло. Блин, куртку испачкал. Друзья, как вам такой формат видеосъемки? Я еще сам не видел, честно говоря. Посмотрим. То, что с головы снимаю. Самое интересное то, что когда я камеру держал, я же и себя снимал время от времени. А тут все с головы. Ну ладно. Посмотрим. Сейчас зайдем в кафешку. Я тут был всего лишь один раз однажды. Приветливые девушки были. Посмотрим, как она сейчас. Поставил вот так машину. Честно говоря, хрен его знает. Как-то не то, не все. Но места должно, в принципе, хватить. Зайдем в кафеху Магистраль. Заправка. Какой-то километр. Так, я даже затрудняюсь сказать, как этот район-то называется. Сейчас. Отель Люкс. Заветинская кафешка.
открыто. Привет, Жека. Здрасте. Хлеба, да, 3 кусочка. Коронавирус, который теперь официально пандемия, устроил такой шторм на рынке, какого не было с кризисом 2008-го. Менее часа назад закрылись торги на бирже в российской столице. Индекс РТС рухнул более чем на 11%. Индекс Мосбиржи почти на 80%. То же самое происходит на торгах. А салатик вы такой, помнишь, как мы брали? Это нет такого? Я царский брал. Вот сейчас. Царские? Колбаска, шампиньоны, свежий огурец, метричка. Ага. Царский называется, да? А ты какой? Какой ты говоришь, там брали? Тот. Маринку брали, там помидоры были. Там. Нет? Смотри, где ты делать. Ты же там кубиками режешь. А на хоре там четко там слоями вот так. Чуть-чуть накладывать. Тут ты царский берешь, да? Я просто тут не был. Ну, был один раз всего. Просто сейчас взял. Хочешь оливье возьми? Тебе нравится? Ты же любишь оливье. Ну, стандартный вариант. Ну, стандартный. Я просто оливье не очень. Ага. Можно царский. Что ты еще брал? Омлет. Борщ? Нет, омлет. Омлет? Я тоже, наверное, возьму так же. Омлет с колбаской. Ага. Ну и чай. Ну, вот так же я возьму. И хлеба 3 кусочка. Ага. Можно так же вот самое сделать? Омлет, колбаса, салат царский. Ага. Я у вас тут не был просто, ну, хлеба? давно. Да, 3 хлеба и чай с лимоном. Честно. Ага. Тогда также 239. Ага. Рукомойничек, Жека, рукомойничек и подсобное помещение. Слушай, я вот так уже никогда не приходил, вот так не снимал никогда. То есть это как стрёмно, а на голове никто не обращает внимания. Ну, она светит и светит, да? Ну, подумаешь, мало ли, может, фонарик. Вот так вот обзор кафешек не делал, сейчас вот люди будут знать. Это как на Заветинске или как это правильно? Ну да, завитая. Завитая, называется кафе Завитая, да? Ну здесь-то много кто лежит. Ну, я знаю, что тут часто останавливаются. А я тут всего лишь останавливался один раз. Потому что она как-то посредине пути. Получается, типа на семерках ты уже кушать не будешь. Почему? Это там обед будет. Ну, или как ужин. Просто мы с завитой либо до сиваков, или до семерок. Ну, больше кухни такой нормальной не будет. Ага. А ты на хуторке кушаешь еще? Ну, Сиваки это хуторок, да, да, считается? но мне не нравится. Но если когда уже без вариантов, то близко А на семерках тебе не нравится кушать? Не, ну, на семерках нормально. Там как-то наглядно все, можно выбрать, что хочешь, да? И это. Ну и там магазинчик мне нравится их. Прям четкий такой магазинчик. Ну, ножики я там постоянно покупаю. Ты там все деньги тратишь. Нет, не все. Половину. Пожертвование на капитальный ремонт храма. Мероприятия могут быть еще усилены. Дальше, В Москве я уже не знаю, действует что запрет вот это на такое. публичные мероприятия, если участников Одежда более какая-то. 5000. Также сегодня поступило и Подмосковье. На запреты на массовые мероприятия сейчас Это общемировая одежда, пожалуйста, не практика. двигайте стекла холодильника. Но вот что закрытых. происходит за Короче, пределами книжки, России. ребят. Можно книжки взять, почитать, даже с собой. Чтобы потом приехать, поменять. Журнальчики. Даже видеокассеты, да, или что там у нас? По улицам итальянских Помню меня. городов ходят патрули в костюмах химзащиты и Вот так следят, вот. чтобы все сидели по домам. Карантин. Премьер-министр сегодня всей коммерческой деятельности в стране. Работают только продуктовые магазины и аптеки, и то по ограниченному расписанию. В Италии уже более 12 тысяч случаев заражения. Это по-прежнему главный очаг. Короче, в Италии сейчас по телевизору везде пугают нас этими коронавирусом. Страшное дело. Страшное дело. Продукты приобрели, салатики. И вот это у нас, как это называется, омлет с колбаской. Хлеба, правда, много, так что-то. Сейчас покушаем. Ну что, все. Покушали в этом заведении. Так. Нас утро встречает с солнышком. Некоторые прохлады, так скажем. Говорят, что в дороге там еще будет снег и много. А здесь у нас пока дорога чистая. Ну ладно. Как говорится, переживем, наверное, это горе. Куда мы денемся?